Всем доброго утра. 5 часов утра. На улице еще темно. И да здравствует третий день нашего пребывания в глухой тайге. Пошла третья часть. Растопили печурочку. Поставим чайник, приготовим завтрак, позавтракаем. И вперед на рыбалочку. Вы посмотрите, какой сегодня завтрак у нас будет. Сегодня получилось у меня все 5 яиц разбить целыми, так что сегодня у нас глазунья в полном смысле этого слова. Обычно всегда хотя бы одно яйцо, так как вы делаете, одно яйцо, но всегда разбивается, или два получается. Сегодня у нас получилось все 5 разбить. 5 яиц 5 марта. Даже пятикратное, 15 градусов мороза даже. Смотрим, вон. Опа, на улице уже светает. 15 градусов мороза. На улице пока у нас 5 часов утра. Ну, уже 6, конечно, уже минут 10-15. Так, что мы видим? Пока полный штиль, тишина. Справа более-менее чистые просветы. Слева темным-темно. Хо! Эхо. Эхо! Эхо! Эхо, эхо. Где-то вдалеке буран слышен, или мне показалось. Все, заходим. Ой, тепло-то как избе уже стало. Завтракаем. Вон, гляньте, друзья. Всю скорлупу обратно в контейнер. И все в печку. Мусора в принципе быть не должно. Всю еду я беру в контейнерах. Все контейнеры я приношу домой обратно. Все остальное, газеты, там испачкались пакеты или что-то такое, все в печку. Если даже вот у меня 4 консервы, банки жестяные НЗ, случилось так, что я их достал, открыл, то баночку, пакетик и домой. Рыбацкий напиток у меня тоже, как вы заметили, не в стекле, а в пластиковой бутылке. Все это везу обратно домой. Все это опять заправляется. Варенье, все в пластиковых бутылках. Все в пакетиках. Откуда в лесу мусор? Берите, ой, что берете с собой, что привозите, увозите обратно, и мусора в лесу никогда не будет. Неужели трудно? В первую очередь надо начинать с себя. Если каждый будет думать о себе, если каждый будет следить за собой, то и везде будет порядок. Ну как-то вот так, это чисто моя мысль. Мысли вслух, как говорится. Это не трудно, это совсем не трудно. Так, у меня осталась одна котлетка на обед. Котлеты вот такие сегодня были. Вчера, если завтракал, котлетка была мягонькая такая. Сегодня она просто как кусок льда на улице. Похолодало. Ничего не буду загадывать. Завтракаем. И там все будет видно. Завтрак, завтрак, завтракаем. Завтрак, завтрак. Вот такая вот вкусняшечка у нас сегодня на завтрак. Обалденная вкусняшечка. Вчера лег специально, дождался 10, наверное, даже в 11 часу лег, подкинул печку по полной. И нормально. Сегодня проснулся до будильника. Будильник был поставлен у меня на 4:30. Проснулся где-то в часа 4. Стало прохладно. Но
Ну, нормально. В спальнике нормально. Я укутался, и еще свои минут 20, наверное, 30. Просто полежал и ждал, когда заговорит мой будильник. Вчера же было немного по-другому. Я лег раньше. Ночью встал часа 2, наверное, получается. Печка. Пока растопил печку, тудым-сюдым, 2 часа я уснуть не мог. Будильник был поставлен у меня вчера на 5, наверное. В итоге я только уснул, надо уже просыпаться, и вставать, конечно, было уже тяжело. И на лед мы вышли немного позже. Сегодня получилось все как надо. В принципе, каждым днем светает все раньше и раньше. Можно уже ставить будильник на 4, а не на 4:30. Или еще раньше. Раньше ложиться, раньше вставать. Сейчас с каждым днем все будет. День длиннее, ночь короче. В апреле вообще спать будет. Времени не будет хватать на сон. Вот. Доели первую булку хлеба, а у меня еще их 2. Все, завтракаем. По обычаю рыбацкий напиток оставляем на вечер. Всем приятного аппетита и до встречи на льду. Друзья, послушайте, завтракаю и слышу, пищит рябчик. Я не могу не показать его вам. Где-то здесь. Где-то. Взлетел, сел, слышали? Перелетел. Это вдалеке пищит. Вот, слышно, вдалеке пищит. Деревья трескаются от мороза. 4-й писк вдалеке, я не знаю, слышно ли нет вам. А этот молчит. Наверное, меня услышал. Ну давай быстрее, я в футболке замерз уже. Вдалеке уже 6-й раз пищит. 7-й. 8-й. Деревья трескаются от морозов. Не хочет. Ладно, зайдем, а то замерз уже. Бегу, друзья, бегу. У меня сработка. Только что был выстрел. Всю ночь жерлица стояла. И сейчас вот только сейчас вот выстрел был. Поставил 5 удочек. Попался один живец. Ну как живец? Крупноват, конечно. Ну окушок, короче, один попался. И вот сейчас вот бабах. Загорелась жерлица. Прямо на глазах. Я пробовал, короче, блесной, балансиром крупным, ратлином. Там лунки прошелся. Не крутит. Не крутит. С работы сработало.
Живец не мог его сбить. По-любому была щука. Сейчас посмотрим. Если ничего нет, приду сюда с блесенкой погоняю. У меня здесь лед, надо еще долбить. Никто не тянет, значит щуки нет. Значит щуки нет, нет. Значит щуки нет. А вы знаете, когда я дернул поначалу, или был зацеп, или что-то такое, нет, окушок целый, даже не поцарапанный. Да ну нафиг. Такой щука, по-любому щука была. Просто ударила, наверное, и от выстрела сразу отпустила. Или во рту держала, не мотала просто. Время без 29. Часа 2 уже получается я ходил. С ратлином, с блесной, с балансиром крупным, с балансиром мелким, с вертикальной маленькой блесенкой. Ни одной поклевки. А, вру, на большую блесну вон подцепил сюда за жабру вот окушка такого. И все, больше ни одной поклевки. Потом взял вот, вчера соорудил которую снасть, самую тонкую леску, что нашел, 0,14. Поставил блесенку, тяжелый бананчик. Вот нашел луночку, выдернул 2 окушка на живцо. Не знаю, вроде выдернул подряд. Посмотрим. Я уже все собирался идти. Это всегда так. Только думаю, сейчас соберу удочку. Все удочки соберу и поеду в другое место. Потому что ни живцов нету, чтобы жерлицы поставить. Ни это не клюет, ни то не клюет. И тут на тебе. Раз. Но здесь вот была поклевка. Потом... там сход был. Да, там был сход. Об лед зацепился. И вот здесь вот 2 поклевки сразу. Тут мелочевка клевала всегда окуневая. С живцами проблем не было. Я как бы из-за этого и не заморачивался. Думал, ну, живцы-то это вообще не проблема. Крупный окунь бывает редко, да. А мелкий тут его тьма. А, видите, даже мелочь отказывается клевать. Почему-то интересно знать. Вот и более-менее достойный. Далеко не живец. Энскадан. А берет-то берет. Еле-еле. Он даже сошел, когда я его вытянул на лед. Еле-еле за губу. Вот такие бы клевали. Что, ничего больше не надо. Блин. Теперь я точно никуда не поеду. Всегда так. Вот собрался, езжай сразу. Не поехал, уже не поедешь ты больше никуда. Всегда. Вот клюнуло. Разик. Это живец. Опа. Это живец. Надо было сразу проверить, не клюет. И дергать. Нет, это, конечно, хорошо, если будет клевать.
Вот такие, если клевать, крупный окунь будет. Одно удовольствие их дергать. Потому что там же тоже получается, я же не на 100% уверен, что будет клевать, не будет. Это надо ехать. Речка опасная. С открытыми перекатами. По-любому сей год там еще никого не было. Тропы нет. Опять пробивать. Проверять пешней. Так, это что-то по весу чуть-чуть покрупнее. Или нет? Нет, такой же. Ну, я говорю, чуть-чуть. Ладно, пойдешь на живца. Раз, два, три, 4, 5. Крупноватый для живца, конечно, но что делать, если других нет? Вот эти крупные живцы сами бывают сработку делают. Дернут посильнее. Блин, что мне не нравится, добивает на этом озере, это глубина. Пока поднимешь, пока отпустишь, день пройдет. Ну, давай еще крупненького. Оп. О, ты уже пойдешь сюда. О, дырочка. Вон заросла дырка. Или щука его хапала, или кто-то использовал. Нет, скорее всего, щука, потому что вон зубы от щуки. Если я думал о жерлице, то навряд ли так бы. Скорее всего, щука покусала. А жерлицы бы повыше было. Окунь со шрамом. Ну вот. Уже веселее пошло. Время к 9. Пошло клевать. Или мы окуня нашли, или окунь начал клевать. Одно из двух. Или мы все-таки подобрали мормышку. Опять пошел снег. Солнышка сегодня не было. Подул ветер опять. Ветра с утра тоже не было. Что-то есть. Возле самого дна, получается, клюет в дно. Он буквально 2 сантиметра от дна оторвал. Че они там? Вот он. Мелкий. Мелочь, мелочь, мелочь. Ну вот. Теперь можно сказать, что я рыбачу, а не просто так на льду сижу. Те удочки молчат. Да, правильно молчат, там опарыш насажен. Был бы червяк насажен, может быть, кто-нибудь и взял. Червя, я заметил, здесь больше любят. Настоящего, когда. И плотва лучше берет его. Да и окунь бывает. Все. Нет, еще что-то есть. О, это уже не жерличный. Блин, с ветром. Все на лунку, вся леска. Так. Это уже сюда можно. Отлично. Уже веселее. Блин, надо как-то сесть. Не в ту сторону от ветра. Стульчик оставил в избушке. Надо сходить за стульчиком, а то на ведре сижу. Друзья, у меня опять небольшая удача. Ну и не маленькая, вон, средненькая такая удача. Хотел уже поехать, думаю, дай-ка тряхану удочки. Тряханул одну, вторую, там окушка небольшого поймал. Сюда пришел, а здесь у меня
Вот такая вот снасть. Вот такая вот блесенка. А сверху поролоновый, красный поролон. Короче, вот такая вот блесенка. Потряс, потряс. Хапысь. Сейчас одену камеру на голову. Одной рукой неудобно. И вот такая швыренция попала. Если бы она проглотила ее, тихо, тихо, тихо ты будь. Если бы она проглотила, возможно бы и перекусила, так как блесенка без поводка вот такая. И самое интересное, вся в пиявках. Вон, пиявок просто куча. Вон одна пиявка. Вон вторая пиявка. Вон третья пиявка. 3 здоровенные пиявки. Пусть замерзнут, потом попробую на них я тоже насадить на маленький крючочек. Говорят, на них клюет. Отпускать не буду. Можете ругайтесь, не ругайтесь. Сколько она? 35 сантиметров должна быть щука. Вон, смотрите. Раз. Это 20 сантиметров. Вот еще 20. 38 сантиметров. Так что не говорите. Карандаш там, не карандаш. Фломастер, ёпрст. Самый вкусный размер. Поймал на удочку. Ой. Жерлицы стоят. Без поводка, без блесны, без ничего. Ну, блесенка почему нет? Небольшая блесенка. Главное, вот так вот трясу. Ударила так, главное. И потом не дергается, ничего, идет, как сопля какая-то. Уже потом, как вытащил, здесь она начала только трепыхаться. Сколько стояла, никто на нее не попал. Только тряханул сразу. Второй-то, наверное, рядом нет уже. До этого этой же блесной обошел все лунки. Утром вот. Все лунки, что пробурил здесь. Штук 50 вот на этом участке. Все обошел. Ни одной поклевки не было. А тут тряханул, бац, и на тебе, пожалуйста. Ой, никуда я, наверное, сегодня не поеду. Так, за стульчиком в избу съездил, Чайковского еще попил. Оббурил вот это возле берега, лунок 10, и чуть дальше лунок 10, наверное, пробовал. Здесь возле берега были поклевки ерша. Вот, где они? А вот они. Тут 1, 2, ну где-то штук 5, наверное, ершей поймал. Одного окушка небольшого. Заметил работку жерлицы. Горит флажок. Специально не поехал. Думаю, пусть нормально заглотит, если заглотит. Короче, поехали. Поехали посмотрим, что у нас там щучка скажет. Щучка. Вроде бы та же самая жерлица, что утром срабатывала, холостая. Глянем. Другая утром срабатывала та жерлица. Сейчас это. Так что придется взять пешню. Она у меня вчерашняя, еще промерзшая. Утром срабатывала у меня вот эта вот жерлица. Ну что, друзья, есть щука, нет?
Делайте ставки, господа. Есть щука, нету щуки. Так хотелось бы, конечно, чтобы она была, но, скорее всего, ее нет. Потому что... А нет, выпутана до конца. До конца выпутала, до петли. Делаю петлю, метра 2 даю ей распутывать, больше не даю. Если она распутает всю катушку, она все коряги здесь соберет, и мы ее больше не достанем никогда. Сколько раз я обжигался уже. Теперь везде. Если я уверен, что дно чистое, да, я могу оставить чуть больше. Но чистого дна нет нигде. Так что я метра 2 даю распутывать. И все. Больше не даю. Так, ну что. Ай. Ни крючка нету. Ну, блин. Рыбак, твою дивизию. Так. Поехали. Не, нету ничего. Ничего. Совсем ничего. Живой окунь. Окунь же не мог сделать сработку. С вчерашнего вечера он не делал. Сейчас взял и сделал, да? Блин. А я так ждал. Надеялся и верил. Вон. Даже не 2 метра получается. А меньше. 1,5 метра, наверное, оставилось всего. Ну ничего. Зато луночку продолбили. Теперь в случае чего все будет готово. А мы будем пробовать. Пробовать. Взял вот такую мормышечку. То есть удочку с мормышкой. Вот такая вот золотая капля. И на этой капле вот светонакопитель фосфорный. Просто капелька. Нацепил червя. Сейчас попробуем. Что нам скажет окунек? Окунечек, окунек. Наконец-то я выставился все-таки. Выставил оставшиеся 5 жерлиц. Теперь у меня 10 штук стоят. Правда, окунь крупноват, но на крупную щуку. Теперь уже здесь они точно в кофре не поймают. А тут есть надежда. А вдруг где-то кто-то рядом проплывет. Набурил лунок. Сейчас буду здесь пробовать. И вот смотрю, у меня очередной загар. Поехали, глянем. Может, что и будет. Сейчас мы посмотрим, что она сработала. Что она сработала, ла-ла. Не, пусто. Пусто. Живчик живой. Тут даже маленький живчик как раз. Странно, все очень странно. Поклевки полностью прекратились, как будто отрезало. Жерлицы все молчат. Закинул вот на пол озера, так полукругом закинул 10 штук. Ни сработок, ничего. Вот что с утра было 3 ложные сработки и все. И вот мой улов. На сегодня пока 1 щучка и 5 окушков. Лучше бы они не клевали. Я бы уже давно уехал на то место, куда запланировал. Только день потерял опять. Так, что мы делаем? Время обеда. Сейчас пойдем кушать, пока не хочу, но чаю попью с кексиками. Попью чаю, и все-таки я с разведкой, наверное, съезжу на эту речку.
посмотрю, есть ли лед, нету льда, вообще с разведкой. Чтобы завтра с утра, если что, сразу прямым ходом с раннего утра ехать туда. Все, обед. Ну что, прокатились, только время даром потеряли. Зря потеряли. Река открыта. Ну вот как-то вот такая же картина там. Как здесь, так и там. Льда нет. Где-то открыто, где-то тонкая пленка. Делать там нечего. Ну ладно, зато буду знать. Приехали обратно на озеро. Ветер стих. И наступила звенящая тишина. Вот послушайте, поймали тишину. До того тихо, что аж в ушах звенит. Действительно, вот не зря сказано, звенящая тишина. Нависли тучи. Я не знаю, к чему это, какие приметы. Тишина, тучи и полный штиль, полное бесклявие. На удочках тоже тишина. Сижу, хожу по лункам. А почему тишина? Вон там 2 ершей поймал. Ерши и то тюк-тюк ели, и то настоячку клюют. Вчера хоть под вечер уже окушка, плотву поймал. Но я буду сидеть. До темноты буду сидеть. Все равно буду сидеть. Не просто сидеть, а ходить, искать. Надеюсь, найду. Постараюсь найти. А что из этого получится, посмотрим. Рыбачим дальше. Ну и тихо же, твою дивизию. Ха! Да. Время 16:48, без 10:05. По идее еще видно. Хотел до темноты. А вы знаете, что сейчас вот нарушило вот эту звенящую тишину? Как вы думаете, что может в глухом лесу нарушить звенящую тишину? Да-да, это волчий вой. Оружия нет. Я еще, когда ехали сюда, говорю, всегда ношу с собой оружие. И ничего, волков нет, ничего нет. Вот первый раз поехал без оружия, так как охота закрыта. И нате, относительно недалеко, вот там вот, может около километра. Ну, в принципе, тишина. Слышно далеко, может быть и дальше. Двойной сначала так у-у-у. Тишина, потом что-то такое вот. Чуть-чуть в стороне кажется. И второй раз также вот так вот. Как бы перекликиваются. Один протяжный вой, второй покороче. Мои лысые волосы на голове поднялись немножко. Шапка зашевелилась. Стало неприятно. Так, что делаем? В первую очередь поднимаем удочки, конечно, чтобы не примерзли. Вот 4 удочки. Жерлицы оставляем. И не будем искушать судьбу. Пока светло, пойдем в избу. Дрова у меня на сегодня есть. А завтра посмотрим. Завтра, если клевать здесь не будет, поедем домой. Что-то мне стало жутковато. Жутковато. Встречаемся в избе. Надеюсь, успею поднять удочки, завести, пошуметь немного. Они так быстро, надеюсь, не бегают. Все. Собираем манатки. Всем доброго вечера. Если я в избушке, значит со мной ничего не случилось.
Воя волков я больше не слышал. Долго я там не сидел. Быстренько собрался, собрал удочки, набрал воды и сюда. Согрет ужин, все готово к ужину. А на ужин у нас сегодня... Так, где у меня рукавицы-то? Так, вот они. А на ужин у нас сегодня вот такое вот блюдо, друзья. Картофан с мясом. Вчера были макароны с мясом. Сегодня картошка с мясом. Поджаристая, шкварчащая. И это, поверьте мне, очень вкусно. Да-да-да, все правильно. Только рыбацкий напиток, а не водка. Которого осталось уже совсем мало. Зеленый чай Липтон. Безалкогольный, негазированный, холодный, зеленый. Вот так вот. Мы спиртные напитки не пьем, мы только рыбацкие. У меня уже слюни текут от мяса. Ох, денек сегодня был, я вам скажу. Рыбы наловили. Ой, и смешно, и не очень. Не знаю, в чем причина. Погода сейчас вообще стала. Тишина звенящая просто. Вчера ветрище было, сегодня тишина. Позавчера дождь. Вчера мороз. Сегодня так себе. Сейчас отпустило до минус 6 градусов было, когда я избу заходила. В чем причина? Вообще после обеда перестала напрочь. Ёршики и то еле-еле. Я не знаю, что случилось. Доедаем наш огурец. Один огурец на 3 дня и все никогда есть не можем. Вот мясо я люблю, а зелень не очень. Тем более эти покупные огурцы, если бы с грядки, вкусненькие, хрустящие, ароматные. Говорят, харвест, говорит, огурцом пахнет. Ну что-то может быть есть, да. Приятного аппетита! Все тосты у меня закончились. За рыбалку за такую рыбалку мы пить не будем сегодня, какая была. Мы будем, выпьем за ту, которая будет завтра. Это было во время учебы. Учился в средней школе. Школа-интернат у нас был. То есть в нашем селе только начальная школа, а через речку поселок Русаново. И там была средняя школа. Мы с 10 лет, с 4 класса. Раньше начальная школа была 3 класса, не так, как сейчас 4. Кстати, я последний 10-классник. После меня пошел 11 класс. То есть класс, который шел за мной, он не учился в 10 классе. Он с 9 сразу перешел в 11. Так что я последний 10-классник. Вот. А это я учился тогда в 9 классе. В 9 классе, кстати, отец мне уже разрешал обходить свой пудик. Даже ружье давал мне. Я был счастлив. Я ждал субботу, когда закончится неделя. А жили мы в интернате. С понедельника по субботу жили в интернате. Дома находились только мы в субботу. Вечером приходили. В баньке помоемся. В воскресенье был наш день. И понедельник опять в интернат. С 10 лет, можно сказать, мы жили в общаге. Как бы... Вот сейчас взять, вот, да, вот в наше время 10-летнего ребенка, вот, чтобы он самостоятельно, без родителей,
Воспитатель, конечно, был в интернате, но это не то. Это же надо встать, почистить зубы, сделать зарядку, приготовиться к школе, пойти в столовую позавтракать, отучиться в школе, обед, самоподготовка была с 4 до 6, ужин, подготовка ко сну, все это было, и все это никто не заставлял, мы сами все это делали с 10 лет. Вот, опять отвлекся от темы. Ну, короче, вот в 9 классе я начал приходить домой, иногда не оставался в интернате. И рано утром шел в школу. Километра 3-4, наверное, расстояние между берегами. Ну, все хотел посчитать, сколько шагов, все никак не получалось, все сбивалось. Примерно, потому что мы потом уже ездили на мотоциклах, засекал по спидометру. Около 4 километров, наверное, было от дому до интерната. Вот. А тогда мотоцикла у меня еще не было, шел я как-то пешком, рано утром, а ночи зимой темно, светает поздно. Значит, иду я, только-только начало светать. И представляете, не доходя до Русановского берега, метров 100, наверное, наблюдаю такую картину. По реке бежит вот такой вот волк. Ну, где-то примерно, ну, выше метра, наверное, точно. От меня метров 200. Если взять вот по прямой 200. Просто такими прыжками бам, бабам по снегу. С Русановского берега на Покшинский берег. Я не остановился. Иду. Не бегу. Как шел, так шел. Только прибавил темп. Думаю, главное мне до берега, потому что на берегу там была пилорама, столярка, там как бы сторожа, там что-то было, и все равно думаю, может уже рабочий день начался, я бы все равно думаю, уже можно, если что, спрятаться, если он как ко мне побежит. Хотя сам чувствую, если он рванет ко мне, я до берега добежать не успею. Как он, какими прыжками. Прыжки, наверное, я не знаю, там по 2 метра, наверное. Вот. И тут смотрю, остановился. Я как шел, так иду. Не побежал, не остановился. Иду. Он остановился и смотрит на меня. Я как шел, так и иду. Секунд 10, наверное, он смотрел на меня. Я за это время успел передумать все. Думаю, лишь бы он ко мне не побежал. Лишь бы он не побежал ко мне. Смотрю, он как путь держал, посмотрел на меня. Ну, думает, идет и идет. И он дальше в сторону Покши побежал. Вот тогда было реально страшно, потому что ни ножа, ни топора, ни ружья, ничего с собой у меня не было. Вот. Тогда я видел волка близко. Что-то у меня кончилось. Пол-литра за 3 дня, кстати, друзья. Бывает. На весенне бывает вообще, как-то уехал на неделю, а был где-то около 12 или 13 дней. Все ждал перелета, дождался перелета, наколотил уток тогда хорошо, 85 один сезон, 76 другой сезон, удачный, это был 2008-2009 год вроде бы, да. Хватало от весны до весны уток. Утка летит 2 дня, остальное время мы ждали. Продукты кончились, чем питались. Собаки брал в запасе пшенную кашу, пшеничную, пшеничную, ячневую. Все, хлеб закончился, продукты кончились. Был только мед, чай, с медом чай пил. А из еды, как сейчас помню, возьму 2 черка. Черок, кстати, самая вкусная утка. Кидаю бетон, у меня бетон такой был, 3-литровый, вместо котелка. Туда кидаю, на костер, варю где-то час. Вода выкипает, потом добавляю еще воды и кидаю туда крупы, в этот бульон. И все. В тепле она у меня разбухает, сваривается.
И все. Этих 2 черков хватало на сутки. Я утром встаю, съедаю 1 черка, закусываю, заедаю кашей. И вечером 2 черка каша. У меня хватало вот этих 2 черков и каши на целые сутки. И последние 4 дня я питался чисто утятиной и пшеничной кашей. Но зато домой пришел, как говорится, не пустой. Дождался. И сейчас я дождусь этого клёва на реке, потому что я упрямый. Я чертовски упрям. Терпения чего-чего мне хватает. И пусть волки воют там, пусть делают, что хотят. Кушать я сегодня буду, нет? Ладно. Теперь уж точно до свидания, потому что в переходе все границы очень долго болтаем. Друзья, я просто с вами общаюсь.